С приходом весны и тепла на дорогах города существенно увеличивается количество транспорта. К автомобилистам присоединяются водители-дачники, велосипедисты и мотоциклисты. Но если пенсионеры-дачники, воспитанные многолетним опытом, соблюдают правила дорожного движения, то большинство велосипедистов и мотоциклистов ведут себя на дороге так, будто не догадываются, что в ПДД существуют специальные требования, регламентирующие их поведение на дороге. И очень часто платить за несоблюдение правил приходится не штрафами, а собственным здоровьем, а порой и жизнью. Статистика показывает, что в 2016 году произошло 1214 дорожно-транспортных происшествий. Из них на автомобилях 1183, один человек погибает, а на двухколесных транспортных средствах 31, погибло 3 человека. Участник дорожно-транспортного происшествия на двухколесных транспортных средствах практически каждый второй получает телесные повреждения. Особую тревогу вызывают родители, которые приобретают своим детям мототранспортные средства, а именно скутеры. При этом мало кто задумывается о том, способен ли вообще ребенок адекватно реагировать на сложную, постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Освоил ли он правила переезда равнозначных и неравнозначных, регулируемых и нерегулируемых перекрестков значения дорожных знаков. Практика показывает, что дети, в том числе и достигшие 16-летнего возраста, не осознают всю ответственность при выезде на дорогу. Они еще не обладают определенными водительскими способностями и достаточными психофизиологическими качествами для самостоятельных поездок в условиях интенсивного дорожного движения. Именно над этим следует задуматься родителям, планирующим покупку такой травмоопасной игрушки, как скутер. В связи с чем на территории города с начала апреля будут проводиться профилактические мероприятия по данному направлению. По выявлению водителей, управляющих в состоянии опьянения, не имеющих прав управления и управления двухколесными транспортными средствами несовершеннолетними. При выявлении нарушений несовершеннолетними административные материалы будут направляться на комиссию по делам несовершеннолетних при администрации городского округа города Сибая. И к административной ответственности будут привлекаться к родителям. Мы обращаемся к родителям, что двухколесные транспортные средства являются источником повышенной опасности, контролировали своих несовершеннолетних детей, чтобы не допускали подобных нарушений. Помимо указанной операции, сотрудники ГИБДД осуществляют ряд других профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на дорогах Сибая. В их число входит операция «Внимание, дети», выявление нарушений при управлении транспортными средствами с тонированными стеклами, нарушений в области пассажирских перевозок. Сотрудники профильного ведомства призывают горожан к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.